Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Прямой эфир — это совершенно непредсказуемая штука. Произойти может все, что угодно, и это увидят миллионы зрителей. Сейчас я вам покажу самые невероятные фейлы репортеров и ведущих различных шоу во время эфира. Поехали! В основном большинство комичных сцен во время репортажа происходит из-за действий прохожих людей, причем даже детей. Вот в этом видео мальчишка, проезжая мимо, решил просто так потрогать репортера. Ну а что, знает же, что уедет безнаказанным. А вот такого эпика вы больше нигде не увидите. Настоящее сальто от репортера. И вы только гляньте, парень не растерялся и продолжил говорить, грамотно закончив трансляцию. Вообще, зимой с репортерами случаются всякие курьезы. А здесь ведущий прогноза погоды неожиданно начал икать. So far, so good there. Here's the big picture. Cypress to Copperfield as well. 5:36. Compared to heavy rain. Scattered showers and a couple of thunderstorms during the overnight. Во время прямого эфира в студии источником многочисленных фейлов служит обслуживающий персонал, который очень часто самым нелепым образом попадает в кадр. Ну вы только посмотрите на этого ниндзю. А вот это вообще шедевр. Вам тут звонят, возьмите трубку. Ой-ой-ой. На спортивной площадке либо возле нее надо быть очень осторожным и смотреть в оба, а то и не счесть, сколько раз доставалось различным репортерам. А это должен был быть очень эффектный репортаж, в конце которого репортерша должна была упасть на руки парня, одетого в костюм Человека-паука. Но тот, видать, не выучил сценарий и не успел среагировать. В результате девушка ударилась. Такой стоишь, даешь интервью, а на фоне падает человек в воду. Ничего необычного. Очень распространенная проблема заключается в том, что во время репортажа у рядом стоящих взрослых людей в одном месте заигрывает детство, и они всячески издеваются над репортерами. Если вы думаете, что рядом с репортерами неадекватно себя ведут только мужчины, то вы жестоко ошибаетесь. А бывает даже и такой нежданчик. Kan folk igen gå over broen frem og tilbage. Så det er en god nyhed herfra. It would appear that all the parties are pretty much on the same page. Right before the show started, it was pretty easy. You guys having a good time? There it is. Oh my God. Reporting there live from central Moscow. According to the FBI, at the location where he dropped his police under that, where he dropped. Учитесь, как надо открывать шампанское. Помните, я вам показывал безрассудных репортеров, которые перед камерой стоят очень близко к дороге? Так вот, иногда дело вообще доходит до абсурда. Иногда в репортаж вмешиваются животные и всевозможные насекомые. Melissa Howell, she joins us live from Stewart. Самое опасное в репортаже является то, что репортер совсем не смотрит, что происходит у него за спиной. Репортерша пришла на пляж брать интервью у человека, создавшего большой замок из песка. Посмотреть на сооружение сбежалась довольно большая толпа. И что же произошло? Девушка не удержалась и упала, разрушив чудесное творение. Потом она очень долго извинялась. Ну а теперь смотрите внимательно. Репортер берет интервью у скульптора.
I am so sorry. Этот парень уже несколько раз падал в прямом эфире и что-то ломал, либо еще как-то портил. Из-за этого многие зрители подозревают, что этот репортер специально все это делает, дабы поднять себе рейтинги. Но не может же ему в самом деле всегда так не вести. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sorry about that. Can you... На канале BBC произошел забавный случай. Ведущий прогноза погоды показал своему коллеге средний палец в тот момент, когда на него переключилась камера. Нередко репортеры и ведущие различных передач падают на ровном месте. And the plows went out around 9 o'clock. We got about a good inch or so. Whoa! Oh, wait a minute. Let's just look at this family. Come here. Bijzondere teelkampen. Als je de mooiste... Иногда в прямом эфире прямо за спиной репортеров животные занимаются постыдными вещами. The killing of cows has been outlawed for years. Few days, Charlie. Oh, Carol, don't look behind you. На канале Fox один из ведущих забыл у себя в пиджаке вешалку. I'm sorry. And the chill's got a kink in it. God, never mind, forget it. Очень забавный случай произошел на канале CNN. У ведущей неожиданно начал опускаться стул. Напоминает мистера Бина из фильма «Агент Джонни Инглиш 2». Krvna slika kako hrvatskih građana, tako i hrvatskih poduzeća. Tako da, dakle, temeljem